Добрый вечер, шановное господарство. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. А таксама удзельнікі нашай сённяшняй перадачы – гэта палітолагі Дмитрий Балкунец. Дмитрий, добрый вечер. Да, добрый вечер, Юрий. И Денис Тихоненко. Денис, привитание. Добрый вечер. Тема нашай сённяшняй гутаркі господарства – гэта кино по АНТ, которое сегодня было показано з, так бы мовіць, преамбулай Александра Лукашенко, які на суботніку распавёў, як некія асобы меркавалі замах на жыццё яго, на жыццё яго дзяцей, на выкраданне яго дзяцей, ну і вайсковы пераварот. Потым ОНТ показала сюжет, показала, як гэтых вот самых тэрарыстаў Александра Федуту, Юрася Зеньковича арыштоўваюць у Москве. Вот вы, Дмитрий, недавно в моей передаче пытались, а як это, кто это? Ну вот так это выглядало, и причем там словы генерала Тертеля про то, что вот это наши люди робили, хотя робили по згоде, как он сказал, с Сашей Бортниковым, как бы мовить, вот, а менавіта с ФСБ России. Ну да, и в сюжете был показаны зум-сеанс перамоваў, в якіх удзельнічаў і Федута, і Зенькович, і Рыгор Кастусёў, і Ігор Макар, і іншыя асобы. Денис, як вы оцениваете вот этот сюжет, это обвинувачивание? Это сапраўды вот такая змова там. Да, и еще FBI и ФБР. Паводле яго Путин на гэты конт размаўляў з Байденом и сказал, что як же вы вот такое творите, ни в какие рамки не лезет. Денис, коли ласка. Ну, я считаю, что, конечно, это все достаточно театрально, и по ходу развития, хоть и достаточно быстрого этих событий, начиная с заявления Лукашенко на субботнике о том, что он там сейчас что-то тут буквально какие-то произведет заявления и какие-то декреты. Но я думаю, какие-то реакции белорусских властей все-таки последуют еще официальные. Затем подключилась ФСБ России, и мы вот буквально в течение там получаса получили вот такую достаточно серьезную информационную бомбу, которая на самом деле, ну, выглядит как, конечно, театр, погорелый театр. То есть те, кто знают лично или хотя бы просто видели когда-то вживую Александра Федуту и Зеньковича, кто там третий у нас, Костусев, но его арестовали, задержали, вернее, в Беларуси, они прекрасно знают, что эти люди просто не могут такие какие-то подобные действия даже теоретически предполагать. Из того, что мы видим на видео, там присутствует помимо вот лиц, которые были задержаны, Макар, там присутствует Дмитрий Щигельский. То есть я знаю достаточно хорошо этих людей, могу сказать, что в оппозиционной белорусской среде часто идут какие-то обсуждения на грани, скажем так, каких-то, может быть, достаточно резких заявлений, но это не говорит о том, что серьезно идет какая-то подготовка, тем более, когда делаются такие громкие заявления, что причастны спецслужбы Соединенных Штатов, чуть ли не администрация президента Соединенных Штатов Америки в этом всем участвует, что идет речь прямо о захвате и покушении на жизнь президента Беларуси, его семьи с этой огромной охраной и той системой концлагеря, которую он, тоталитарного концлагеря, создал в Беларуси. И что в этом всем еще участвует Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Но это, конечно, все достаточно выглядит абсурдно, и я думаю, что затянувшийся политический кризис в Беларуси, внутреннее руководство страны, которое не может разрешить, вот она приняла такой вот формат, геббельсовской пропаганды, каких-то вот этих методов, используемых еще в фашистской Германии много лет назад,
чем все это, чем это ложь абсурднее, тем скорее в нее поверят. Ну и вот по этому принципу и строится вся эта политика, чтобы уже наконец-то закончить, в конце концов, ту ситуацию, которая белорусские власти совершенно не устраивает. Те протесты, которые они на улице, скажем так, не видны, закончились, но протестные настроения в головах, в умах людей, они только растут из-за этой системы страха, насаждаемой в стране. Ну и вот принято было такое решение устроить вот наверняка вот этот спектакль, за которым, я уверен, последуют какие-то жесткие меры со стороны белорусского руководства. Ну, уже последовали 3 чалавекі, ўжо арыштаваныя. Дмітрий, а як бы вы пракаментавалі вось гэты сюжэт? Я так разумею, што калі б вы не паспяшаліся у Маскве, дык не з Масквы, магчыма, і вы бы былі фігурантам гэтай справы. Но у вас там в этой гутарцы няма. Вот як бы вы пракаментавалі вось этот відэасюжэт, вот эту зум-размову, якая, ну, фактычна адзіная, так здаецца, адзіны доказ. Хаця, магчыма, у іх ёсць і іншыя. Ну, это, откровенно говоря, провокация со стороны белорусских спецслужб. Очевидно, что это наигранная история. Видимо, были какие-то лица, которые вовлекли указанных участников в какой-то диалог и, видимо, представлялись от имени там военных или каких-то других лиц, которые якобы хотели вот Лукашенко свергнуть. Судя даже по той видеозаписи, которые обнародовали телеканал ОНТ, встреча в каком-то московском ресторане, где даже Федута вот держит вилку в руках, видимо, это вот то самое оружие, с помощью которого он собирался как-то Лукашенко свергать. Но говоря проще, мне кажется, что здесь господин Терцель, а это он главный режиссер этого спектакля, я уверен, это 4-я уже часть «Манкуртов», кино, которое они снимают, и пытаются показать, что против Лукашенко есть всемирный заговор. Я напомню, что господин Терцель летом прошлого года, выступая на закрытых заседаниях в Беларуси перед трудовыми коллективами, рассказывал, что свергать Лукашенко планируют генералы СВР, которых он задерживал пачками в Беларуси. А сейчас у Терцеля уже другие лица в этом участвуют. Поэтому думаю, что это интересная такая комедия. Конечно, мне жаль лиц, которые повелись на эту провокацию откровенно гнусную, и Федута, и другие лица, которые в этом участвовали. Но с головой надо немного дружить, в этом плане я бы так отметил. Еще добавлю, что ни одна спецслужба мира никогда не будет согласовывать такого рода операции через Zoom-конференцию, прямо там целое совещание устроили, или еще в прямом эфире это делали. Поэтому здесь, откровенно говоря, провокация выгодна для Лукашенко. Он хочет себя выставить таким жертвой всемирного заговора, что его хочет там чуть ли не сам президент США убить. Я бы еще добавил здесь один интересный момент – реакцию ФСБ России. Вот меня это, конечно, позабавило. Они ждали, пока белорусский телеканал не выпустит этот ролик, только после этого заявили, что предотвращен теракт 9 мая в Минске, который готовили белорусские, украинские националисты или какие-то там радикалы, я не знаю. И я вот как-то думал, почему они так молчали? Обычно, когда в России задерживают террористов каких-то там по разным регионам, моментальная реакция идет сразу же, и видеосъемка, а тут ждали несколько дней. И я так подумал, а может они так легонько Лукашенко троллят из-за его вагнеровцев? Такая ответка со стороны ФСБ. Дмитрий, ну а все-таки давайте вот на відео гэтым крыху засяродзімся. Ну, я разумею вашу пазіцыю, як бы і заўсёды можна сказаць, што все это лухта, но вот размова там ідзе. Магчыма, это фальсификация, но магчыма і не. Вот якія бы вы все-таки высновы як бы зрабілі з этой размовы, то есть наколькі яна была сур'ёзнай, наколькі сапраўды гэта уяўляла пагрозу, ну, скажем, там Лукашенку ці чамусьці іншаму. Ну, понимаете, учитывая, что там политолог Федута и другие лица, которые участвовали, там обсуждали 82-й год в Египте, парад Победы, парад, на котором погиб президент, его расстреляли тогда. Ну, знаете, это из факта, там нет ничего секретного, такого не было заявлено. Можно ли было нечто подобное в Беларуси повторить? Ну, теоретически, да, практически нет. У Лукашенко огромная армия охранников, около или там более 1000 человек, и там мышь не пролетит. Поэтому говорить о том, что, как Лукашенко сказал, его одного
хотели сына в какой-то подвал в Гомельской области отправить, второго в другой подвал. Ну, это какая-то глупость полная. Поэтому я, честно говоря, после масштабных лживых репортажей, которые выпускает белорусское телевидение, и в том числе Комитет госбезопасности Беларуси, я не верю тому, что они выпускают. Поэтому после неоднократных лживых материалов, которые они давали в эфир, верить в том, что вот этот сюжет правдивый, у меня нет никаких оснований по этому поводу. Вот, поэтому я это рассматриваю исключительно как попытку продемонстрировать белорусскому и уже российскому даже народу, обществу, что вот Лукашенко сейчас стал жертвой всемирного заговора, а на самом деле он выбор не проиграл, а выиграл, и сейчас надо вокруг него сплотиться. Ему нужно выставить себя в роли жертвы, и вот он пытается такими вот провокациями это организовать. Вот. Поэтому, честно говоря, для меня это было впервые открытие, что кто-то такие переговоры вел. Я еще добавлю один момент. Специально, видимо, этих людей в Москву вытянули для того, чтобы показать, что вот все переговоры в Москве ведут, там не в Лондон, не куда-то, не в Варшаву, а именно в Москву зачем-то их вытянули, не в Киев даже, а в Москву. Но, видимо, тоже сознательно Лукашенко таким образом хотел каким-то образом и Москву в этом запачкать, и запачкал, потому что, несмотря даже на то заявление, которое ФСБ обнародовало, что они брали этих ребят, но они подорвали репутацию России в качестве безопасной страны, потому что Лукашенко таким образом может мстить всем белорусам, которые так или иначе выражают свою позицию по ситуации в стране, и добиваться их выдачи, экстрадиции, похищения территории России. Поэтому после этой провокации, я считаю, еще раз, это провокация, Россия стала небезопасной страной для пребывания граждан Беларуси, имеющих свою особую гражданскую позицию. Денис, а вот эта тема, якую агучыў сам Лукашенко, ну и в этом сюжете так само, что это все планавала ЦРУ и ФБР, но ФБР ввогуле это служба, якая дзейнічае на тэрыторыі Злучаных Штатаў, и она просто по законе не мае права дзейнічаць за яе межамі, и як бы наўрад ці она б стала рабіць выключение для Александра Лукашенко. Вот якая, ну, як бы, чым даказваецца тое, што амерыканцы да гэтага мелі дачынення? Адно тым, што Юра Зенькович амерыканскі грамадзянін, а ну, з Юрася Зеньковича так Джеймс Бонд как-то вот там ці агент ЦРУ, можа, не зусім как-то он выглядае на агента, но тым не менш. Вот як это ввогуле ну, як бы абгрунтоўвалася, што это менавіта вот як бы ЦРУ, а можа нават і Байден. Вот як вы это зразумелі? В этой истории, конечно, я полностью согласен с Дмитрием. Практически отовсюду торчат уши, за которые эта история притянута. И в данном случае Америка здесь присутствует вот по факту Зеньковича, который является сейчас американским гражданином и белорусским в том числе, и каким-то якобы разговором, вернее, разговор-то, конечно, такой состоялся Путина с Байденом, что это, опять же, со слов Лукашенко поднималась эта тема заговора против Лукашенко, и Путин, вернее, Байден ничего на этот вопрос не ответил. Но мы знаем, как Александр Лукашенко любит придумывать различного рода истории, и с 9 августа их уже прозвучало великое множество, но вся вот эта история, она укладывается в канву поиска внешнего врага. Если мы помним, первые там месяцы после выборов, первые вот эти массовые протесты, которые взбудоражили всю Беларусь, в том числе, конечно, Александра Лукашенко, они заставили его, ну, каким-то образом находить оправдание тому, что люди вышли. То есть официально и там публично признавать, что это сделал белорусский народ сам по своей воле, потому что просто Лукашенко уже и надоел, и люди хотят другого президента Беларуси. Это, конечно, никаким образом не устраивало Александра Лукашенко, эта история, поэтому ему приходилось каким-то образом находить новые вот такие мишени, то есть цели, на которые можно было бы сместить вот этот весь акцент этих протестных настроений. И мы слышали, что постоянно нам говорилось о том, что лязгают где-то гусеницы там в болотах полесских и там на границе с Литовской республикой, в Польше там какие-то войска собираются. То есть какой-то внешний враг, о котором точно, конкретно никто ничего не мог сказать.
когда эта тема просто перестала разогреваться, то есть стало понятно, что никто не может никаким образом доказать наличие этого внешнего врага, тем более никаких признаков совершенно того, что будет какая-то внешняя агрессия осуществляться в отношении Республики Беларусь лично Александра Лукашенко. Таких доказательств не было, эта тема утихла, потом Александр Лукашенко переключился фактически на то, что все, нам нужно сконцентрироваться, и это было совещание с силовиками белорусскими, нам нужно сконцентрироваться на работе внутри страны, и этот внешний, враг превратился во внутреннего врага, фактически Лукашенко объявил войну своему собственному народу, что мы и увидели по тем невероятным просто репрессиям, которые до сих пор продолжаются в Беларуси. Ну и вот здесь появилась вот эта вот наверняка какая-то совершенно, возможно, даже и случайность вот этой сливы, этого какого-то телеграм-совещания, какого-то разговора, которые происходят в оппозиционной среде, практически ежедневно и по нескольку раз обсуждается тема того, что делать, как нам выходить из политического кризиса в Беларуси. Обсуждают эту тему совершенно разные группы, и в том числе и радикальные, поэтому каким-то образом прицепиться к ситуации, о которой мы увидели в ролике ОНТ, это было, возможно, даже каким-то и подарком. Может, это было провокацией, совершенно верно Дмитрий говорит, но мы точно это утверждать не можем, что там произошло на самом деле. Но вот такой слив появился, и, конечно же, тут же спецслужбы за это зацепились, и опять образ внешнего врага начал активно муссироваться Лукашенко, причем настолько, что уже был обвинен фактически президент Соединенных Штатов Америки в том, что чуть ли не он уже санкционировал покушение на белорусского президента. Это, конечно, выглядит совершенно смешно и абсурдно. У меня, на жаль, ведаеце, коллеги, это выкликае ассоциации с знакомитым советским романом «12 креслов», «Союз меча и орала», «Я вам дам парабеллум». Это гигант мысли, отец русской демократии, особо приближенный к императору. На жаль, эта гутарка вельмі падобная вот в таком стылі. Але, ведаеце, Дмитрий, я размаўляў з парочкой серьезных людей в Москве после того, как Лукашенко передал Мишустину, причем с такими вылупленными вачима, ту знакомитую стужку Ника и Майка. Вот эти московские мои суразмовцы, они мне казали, что тут просто Москва просто рогатала. Она рогатала. А не важно, что она рогатала. Все равно она падтрымлівае Лукашенко. І зараз вчора Мишустин был у Менску, домовлялся с Лукашенком, домовлялся с Головченком. Это серьезные российские интересы. И он так ці інакш ідзе насустрач. А коли он хочет разыгрывать такие гульни, глядячи по всем, как он сказал, там Саша Бортников, Александр Бортников, ФСБ, это все ухвалило, это все, то есть они дали дозвол белорусским спецслужбам денежить, и это все покрыли. Вот так атрымліваецца. И то, что мы зараз бачим, эксклюзив, гляжу от Соловьева, все замах на Александра Лукашенко, на священную особу государя. Вот так они будут. А про себя, может быть, будут рогатать, как те мои суразмовцы. Но это про себя. Нет? К сожалению, так и есть. К сожалению, так и есть. И вы очень правильно сравнили с той знаменитой радиоперехватом, тем знаменитым, который Лукашенко Мишустину представил в январе прошлого года, текущего года, Майка и Ника. И, конечно, это серьезно никто не воспринял. И то же самое и сейчас. Для меня загадка, почему российские силовые структуры пытаются подыгрывать ему, либо действительно ради смеха поприкалываться. Потому что я не думаю, что серьезно можно рассматривать то, что представило белорусское телевидение. Никакой ЦРУ такие операции проводить с дилетантами точно не будет. Совершенно очевидно. Это просто дилетантская и такая беседа, я бы так назвал ее, за чашкой кофе в ресторане каком-то обсуждают какую-то непонятную историю. И надо еще проверять эти голоса, не факт, что они там не наложены из каких других бесед или переписок. Поэтому я рассматриваю это как
отсутствие у России четкой стратегии и понимания, что делать сейчас персонально с Лукашенко. Официально его поддержали, но неофициально его не считают человеком, на которого можно положиться. Его рассматривают как шута в России. И это происходит уже очень давно. Более того, его рассматривают как больного человека, причем больного, психически больного, нездорового человека. Дмитрий, может, это Это вы серьезно, так... это серьезно, я вам говорю, это не я говорю, это звучит на встречах разного рода, экспертных и других, где серьезно его никто не рассматривает как человека, на которого можно положиться. Да, с ним ведут переговоры, потому что он управляет ситуацией в стране, он координирует там определенную внутреннюю, внешнюю политику Беларуси, поэтому кроме него не с кем больше беседовать. То, что Мишустин приезжал, очевидно, Россия отстаивает и будет отстаивать свои интересы национальные, даже пользуясь текущей ситуацией. И в этой ситуации я бы хотел, конечно, как-то чтобы белорусские общественные и политические деятели еще раз напомнили международному сообществу, что Лукашенко не легитимный руководитель, что подписывать с ним какие-либо соглашения международного характера опасно сейчас. Это может спровоцировать непонятные последствия для российско-белорусских отношений в том числе. Я считаю, что с ним, конечно, России стоит заканчивать, потому что это приведет к тяжелым последствиям двусторонним. Это даже провокация, которую устроил белорусский КГБ в центре Москвы, она подорвала репутацию Москвы как безопасного города. Это я уже неоднократно говорил, еще раз хочу это подчеркнуть. Еще я хочу добавить 9 мая. Прозвучало 9 мая какую-то провокацию и так далее. Лукашенко сейчас боится проводить 9 мая. Он парад отменил 9 мая. Он не будет его проводить. Он думает, чтобы люди не пришли с протестами, не требовали его ухода 9 мая. Вот чего он сейчас боится. Поэтому я думаю, что 9 мая дата здесь не случайно всплыла. Лукашенко, видимо, предполагает или понимает, что оппозиционно настроенные граждане могут прийти 9 мая на парад Победы, который Лукашенко считает своим. А это не его праздник. Это праздник белорусского народа, который в том числе понес огромные потери в годы Второй мировой войны. И Лукашенко хочет себе повесить право быть единственным победителем в этой войне. Поэтому я считаю, что он специально хочет сейчас запугать людей, чтобы они вообще не пришли 9 мая ни на какие мероприятия. Он боится массовых мероприятий в центре Минска. Поэтому и 9 мая здесь звучит не случайно. Денис, а эта тема, з якої сам Лукашенко в этот свой виступ на суботнікі почав, він сказав, що я все терпів, все в червоних лініях було, но коли родное, коли дітей закранули, коли дітям погрозу, тут уж я все, я не могу это терпеть, так сказать. Але откуль взялися про дітей? Те ролики, які були показані, там, відеоперехопи, там, Zoom, там, здається, про дітей нічого не велося. Откуль это? Это уже самі наклали, ці, може, вони потім это покажуть. Ваша гіпотеза. Откуль эта тема возникла? Я думаю, это просто вообще классика, конечно, пропаганды. Я уже говорил про это. Это очень сильно сейчас ярко выражено и заметно, то, что происходит на государственных телеканалах в первую очередь. Это чистая геббельсовщина. И здесь нужно просто такие очень сильные эмоциональные триггеры. А это, как правило, дети, да, здоровье, семья. И опять же, 9 мая, праздник Победы. Но здесь стоит, конечно, обратить внимание, что о массовом каком-то мероприятии протестном заявлял в этот день Павел Латушко, если я не ошибаюсь. На 9 мая планировалось, там, на первомайские праздники, на 9 мая планировалось, по крайней мере, заявлялось о том, что будет оппозиция проводить какую-то свою акцию. И это, опять же, не новое какое-то оппозиционное такое предложение, потому что когда белорусские власти запрещали все оппозиционные мероприятия, то несколько лет назад так точно уже звучали предложения использовать для этого государственные праздники, когда власть не может ограничить нахождение людей, там, проверять их по идеологическому принципу, да, кто там сторонник власти, кто не сторонник, или выписывать какие-то спецпропуска там на несколько десятков тысяч человек для проведения каких-то общих массовых мероприятий возле Стеллы, например. Тем более это место было, для государственной власти сегодняшней лукашенковской, скажем так, осквернено, да, после протеста 16 и 23 числа, когда на эту площадку, на самое большое место, где можно было собрать людей, вышли протестующие белорусы. И поэтому, естественно, он очень сильно переживает по этому поводу, что эта вся история может повториться именно в этом месте.
И поэтому вот как бы и был отменен и парад, и нужно было ну как-то себя оправдывать, почему значит это все происходит. И здесь вот в этой возникла вот эта история, слепленная просто фактически на ходу. Тут же еще и намечается 22 апреля встреча президента в Беларуси и России, прошла встреча премьер-министров. Ну, а детей он вспомнил на субботнике. Это просто, чтобы вот какую-то эмоциональную краску больше привнести, потому что, ну, увидят какие-то бабушки, какие-то социальные слои, которые не сильно разбираются в каких-то политических тонкостях, и они могут в это действительно поверить, потому что, ну, история достаточно такая громкая, яркая, опять же, это из просто учебников пропаганды. Чем будет вот эта ложь сильнее, тем проще будет людям в нее поверить. Ну и опять же, мы же слышим, что прозвучали такие, значит, и не имена, вот именно как раз такие имена и не прозвучали, что якобы вот эти встречи, которые происходили потом в Москве, они были с какими-то белорусскими генералами, не названными. Опять же, это было по сообщениям уже ФСБ России, что встречи проходили с белорусскими какими-то военными, которые планировали вот вместе, значит, организаторы всего этого Федута, Зинкович и остальные, кого мы видели на этой Zoom-конференции, а осуществлять все непосредственно должны белорусские генералы. Плюс еще речь шла, вот мы об этом еще не говорили, об отключении энергосистемы в Беларуси. То есть это, то есть кто человек вот связанный с вот этой темой, с энергоресурсами, с энергопотреблениями, с источниками, он понимает, что это ну просто абсурднейшее заявление, но это понимает очень малая часть людей, что будет еще отключаться, планировалась Федута энергетическая система Беларуси вся блокироваться в этот день, чтобы не дать возможности силовикам ну каким-то образом, я не знаю, для чего им нужно электричество, когда они используют только рации. То есть вот и вот эти вот все факторы, они очень такие эмоциональные, сильные, которые ну, производят впечатление, да, отключается во всей стране электричество, хотят убить детей Лукашенко, посадить их в какой-то гомельский подвал. Ну и это все просто классические пропагандистские приемы для того, чтобы ну, создать вот этот сильный эмоциональный фон и показать, что якобы, ну и опять же, да, то чуть ли не президент США это все санкционировал. Это такой вот всемирный заговор против Лукашенко, чтобы вот его уничтожить. Непонятно за что и почему этого хочет, например, Америка в данном случае. Дмитрий, ну вы уже вот казали про то, что, магчыма, это была провокация. То есть это все сконструявано. Вы рассказывали, что некоторые белорусские активисты вам казали, что, сказать, их таксама запрашали в Москву, там, или в Кремль на некие размовы. А вот это гульня только, коли это провокация, только белорусских спецслужбаў, ці и российских таксама. Вот, до речи, российские вытрымали, как бы они молчали, когда им задавали пытанне, так а где ж Федута, вот был в Москве, куды-то знік там. А вот сёння, якраз як толькі выйшаў сюжет на ОНТ, адразу Центр грамадскіх сувязяў ФСБ, да, змова, вот Федута, Зянькович, так сказать. Это кто разыгрывал? Сложно один сказать. Тертель, те разом, может, и сборник. Сложно сказать, может быть, две версии. Либо белорусская сторона разыгрывала, а российская сторона подыгрывала для того, чтобы потом посмеяться вместе всем, как вот мы приводили уже пример. Вторая, может быть, история, что играли вместе для того, чтобы дискредитировать белорусскую оппозицию, представить ее в роли террористов и людей, которые готовят какие-то радикальные действия на территории Беларуси. Такой вариант я тоже допускаю, что такое тоже могло быть, такая совместная операция проводиться могла. Вот «Новая газета» вчера выпустила материал по исчезновению выкраданию двух лидеров, участников этого всего действа, Федута и Зинковича в Москве. И они в том числе поговорили вот и с Ольгой Карачи, и с Макаром. И они как раз анонсировали выход этого четвертой серии «Манкурты», но только не знали, в чем сюжет будет, какая там подоплека возникнет. Ну, то есть они предвидели, что это съемка, какая-то провокация велась, потому что они
проанализировали и пришли к выводу, что действительно людей зазывали в Москву на какое-то совещание, на какое-то мероприятие. Я скажу, что меня никто никуда не звал, и я нигде в этих историях не участвовал. По мне, видимо, какой-то отдельный кейс готовился. Я давно Лукашенко раздражал, и я думаю, что это было его личное месть, чтобы меня либо арестовать и отдельно какой-то сюжет пустить, там, связанный с олигархами и так далее. Не знаю, еще какой-то другой, может быть, сюжет придумали бы там. Либо попытаться рот мне закрыть, потому что это не в первый раз было в отношении меня давление, поэтому здесь я как бы как-то мимо этого прохожу, параллельно иду этой сценарий. Видимо, для меня готовили там Манкурты 5, наверное, серию какую-нибудь. Или еще покажут, я не знаю, у них там у Тертеля творчество хорошо работает, и он мог бы стать режиссером, например, Беларусь фильма после ухода с главы КГБ, какие-то съемки делать такие, боевики снимать. И, кстати говоря, эти фильмы Манкурты, наверное, можно подать на Каннский фестиваль, получить премию какую-нибудь. Возможно, что-нибудь дадут за это дело. Поэтому я не знаю, какая роль российских была спецслужб, но, честно говоря, это все-таки, даже если они как-то в этом участвовали, либо пассивно наблюдали, это все равно подстава, потому что это действительно угрожает имиджу России как безопасной страны для пребывания белорусских граждан. Я знаю несколько белорусов, которые покинули Россию в целях безопасности за то, что они высказывали свою позицию публично, и не только публично. То есть они никак не, там, в политике не влияли, но они в целях безопасности вынуждены были уехать из России в последние дни. Добре, дякую вялікі Дмітрый, дзякуй вялікі Дзяніс. Я думаю, што мы яшчэ будзем аналізаваць гэтую справу, гэтую сітуацыю, але дзякуй вам за такі экспрэс-аналіз, які вы так